Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. 15 февраля пройдут досрочные выборы президента Абхазии. Такое решение приняли депутаты парламента на заседании сессии 28 ноября. В Министерстве обороны состоялся круглый стол, посвященный подготовке к празднованию победы в Великой Отечественной войне. В Абхазском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения красных дипломов выпускникам вуза. Новая абхазская школа откроется в поселке Цандрыпш с начала следующего учебного года. – 15 февраля пройдут досрочные выборы президента Абхазии. Такое решение приняли депутаты парламента на заседании сессии. Согласно избирательному законодательству, выдвижение кандидатов начнется за 2 месяца до выборов и завершится за 40 дней до голосования. Депутаты также рассмотрели ряд других важных вопросов. Все подробности в материале Алики Трапш. В начале заседания сессии парламента постановление о поправке Конституции о законодательной и исполнительной власти, которое предусматривает перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью Абхазии, был отозван администрацией, исполняющей обязанности президента. По словам представителя главы государства в парламенте Батала Айба, законопроект будет доработан и представлен с новыми поправками. Глава 7 Конституции Республики Абхазия, конституционные поправки и порядок пересмотра Конституции Республики Абхазия изложена в новой редакции 2014 года и вступила в 2016 году. При этом Конституционный закон Республики Абхазия о порядке принятия вступления в силу поправок к Конституции Республики Абхазия не был приведен в соответствии с нормами Конституции Республики Абхазия. И вы как знаете, исполняющий обязанности президента отозвал, и думаю, мы доработаем этот вопрос и представим в виде новых поправок. Для меня, в общем-то, еще раз повторюсь, понятно, почему сегодня происходит так, и с большей степенью вероятности, если мы никаких изменений не примем в обозримом будущем, мы вернемся к ситуации, которая была 15 ноября, и в предыдущие периоды тоже аналогичной. Да. Для кого-то, наверное, это кажется, что при ком-то конкретно не будет таким образом. Скорее всего, я думаю, что все вернется, как говорится, к былым традициям. Да. Но насколько мы сможем выйти так, как вышли в этой ситуации, в этот раз из этой ситуации, это покажет время. Я, честно говоря, был огорчен тем, что отозвали эту инициативу, тем более мы уже ее обсуждали, мы на комитете ее обсудили, намерены были ее в первом чтении принять и доработать. Ну и, что называется, имеем то, что имеем, поэтому вот есть инициатива коллег, мы будем, наверное, уже через коллег двигаться. В данном случае наиболее незаинтересованными, значит, участниками этого процесса я вижу депутатов парламента, пусть никто не обижается. Парламент принял во втором окончательном чтении законопроект о кадастре недвижимости. Необходимость принятия законопроекта обуславливается отсутствием в Абхазии единой системы учета и регистрации прав на недвижимое имущество и хранения информации о них, отсутствием кадастра недвижимости как такового. Документ представил депутат Резу Зантария. Сегодня у нас имущество недвижимое нуждается в кадастровых номерах, и 30 лет практически мы его сегодня не имеем. Данный кадастр упорядочит все регистрации всего недвижимого, коммерческого, какого-либо имущества, и не будет никаких возникать спорных вопросов, которые могут являться с его реализацией. В связи с этим мы практически во втором чтении его доработали с точки зрения финансовой составляющей при регистрации, а также постарались внести изменения в Уголовный кодекс, в административные правонарушения в случае его нереализации тоже, какие могут быть нести последствия тем, кто должен выполнять все указанные обязательства в законопроекте. Депутаты парламента приняли постановление о назначении даты досрочных выборов президента Абхазии на 15 февраля 2025 года. Это суббота. Суббота уже по последней практике вообще выборов у нас в Абхазии практически всегда используется для дня выборов. Это связано в том числе и с тем, что очень часто именно в избирательных комиссиях участвуют те же учителя, то есть это люди, и очень часто они проходят в школах, выборы у нас, избирательные участки открываются
Вот. И было бы удобно, чтобы было свободное воскресенье. Поскольку 19 февраля было крайним днем, то есть суббота, которая была наиболее приближена, скажем так, к 19 февраля, это, соответственно, 15 февраля, была выбрана именно эта дата. Мы предварительно уже со всеми коллегами это обсуждали. Общее согласие, насколько я знаю, в целом есть. Парламент принял постановление о внесении изменений в закон о введении в обращение на территории Абхазии памятных инвестиционных монет и памятных банкнот. Дополнительная эмиссия ранее выпущенных памятных монет и банкнот приводит к снижению их коллекционной ценности. Это негативно сказывается на интересах владельцев таких монет и банкнот и подрывает доверие к системе их выпуска среди коллекционеров со всего мира. Проектом предлагается установить запрет на дополнительную эмиссию ранее выпущенных памятных монет и банкнот свыше первоначально заявленного тиража. Парламент принял постановление об избрании Дениса Цвижба на должность судьи Верховного суда Абхазии и об избрании Эсмы Хагуш судьей Гагрского районного суда. Кроме того, депутаты парламента внесли изменения в бюджеты 3 внебюджетных фондов: Фонд социального страхования и охраны труда, Дорожный фонд, Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Источниками финансирования дефицита определены остатки средств фондов на 1 января 2024 года. Вопрос внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности депутатами поддержан не был. Кроме того, вопрос внесения изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия парламентом был снят с повестки для его дальнейшей доработки. Парламент в первом чтении внес изменения в закон об оружии. Документ представил депутат Тимур Шергелия. Данные изменения не затрагивают концепцию действующего законодательства в области регулирования оборота оружия и предлагают усовершенствовать и дополнить установленные законодательством нормы по обороту служебного оружия. Деятельность кредитных организаций Республики Абхазия в соответствии с законом о банках и о банковской деятельности связана как с операциями с деньгами и с ценностями, так как и их инкассацией. Таким образом, кредитные организации попадают под действие закона статьи 6 закона об оружии. Законопроект предлагает изложить часть 1 статьи 6 в новой редакции и дополнить часть 2 статьи 12 пунктами 4 и 5. Изменения в статью 6 разрешают должностным лицам государственных органов и работникам юридических лиц хранение, ношение и применение служебного оружия только во время исполнения служебных обязанностей, а также дополняет перечень обязанностей охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей при их хранении и перевозке. Проектом данного закона дополнением части 2 статьи 12 пунктами 4 и 5 предлагается наделить Центральный банк Республики Абхазия и кредитные организации правом приобретения и использования служебным оружием в соответствии с частью 1 статьи 6 этого законопроекта. Депутаты в первом чтении внесли изменения в статью 94 Конституционного закона о судебной власти. Согласно поправке, судьи Конституционного суда Абхазии при вступлении в должность будут приносить присягу на абхазском и русском языках. Ранее судьи давали клятву только на русском языке. Алика Трапшрамукамки, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. По поручению исполняющего обязанности президента Бадры Гунба были изысканы средства для оплаты коммерческого перетока из России. Этой суммы достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией Абхазию до среды 4 декабря. Об этом Бадру Гунба проинформировал исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанду. С ноября этого года за коммерческий переток из России было оплачено 510 миллионов рублей. С 27 ноября текущего года дополнительно было выделено 90 миллионов рублей для обеспечения стабильного энергоснабжения. Данное решение направлено на поддержание энергетической безопасности республики и улучшение условий жизни граждан. Лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории России, задержаны в Абхазии. Подробности задержания в материале пресс-службы СГБ. 23 ноября 2024 года в ходе реализации оперативной информации в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления на территории России, сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия с привлечением пограничного управления ФСБ России в Абхазии и МВД Республики Абхазия в селе Губ Ачимчирского района были задержаны граждане Российской Федерации Копцев Павел Юрьевич и Лисов Владислав Юрьевич.
По имеющимся данным, указанные лица с целью избежания уголовного наказания с использованием поддельных документов прибыли на территорию Республики Абхазия для дальнейшего незаконного перехода на территорию Грузии при посредничестве граждан Абхазии. Я, Копцев Павел Юрьевич, прибыл 18 ноября 2024 года на территорию Республики Абхазия под поддельными данными с целью скрыться от следствия. Я, Лисов Владислав Юрьевич, 7.09.2000 года рождения, 17 ноября 2024 года, пересек границу с поддельными данными с целью скрыться с территории Российской Федерации. Известно, что Копцев по поручению СБУ Украины занимался подготовкой диверсионно-подрывной деятельности на территории Российской Федерации, а именно сбором беспилотно-летательных аппаратов, начиненных взрывчатым веществом. Лисов также находился в розыске на территории Российской Федерации. Являясь военнослужащим Министерства обороны Российской Федерации, он самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы. Задержанные были доставлены в здание СГБ Республики Абхазия и в дальнейшем переданы по партнерским каналам ФСБ России. В следующем году в Абхазии, как и во многих странах мира, будут отмечать 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Министерстве обороны состоялся круглый стол, посвященный подготовке к празднованию этой знаменательной даты. В мероприятии приняли участие руководители оборонного ведомства, военнослужащие, представители посольства России в Абхазии и Дома Москвы. Гугуца Вардания расскажет подробнее. В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Дата юбилейная, поэтому к ее празднованию нужно подходить, объединив усилия общественных и государственных организаций, отметили в оборонном ведомстве. Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Советской армии и военно-морского флота было призвано более 55 тысяч человек из Абхазии. Не вернулись с фронта 17 тысяч человек. Поэтому для сохранения исторической памяти важно запланировать и провести мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, чаще рассказывать о героях. Надо лучше, побольше концентрироваться со своими мероприятиями именно вот в этой категории учащихся, студентов. Они должны нашими преемниками быть. На сегодняшний день руководство Министерства обороны убеждено, что воспитание молодого поколения, любовь к своей родине корнями уходит в уважении к тому поколению, кто смогло защитить нашу страну, наш общий дом, который назывался Советский Союз. И те скрепы, которые у нас остались, память, необходимо доводить до молодежи, учить на примерах старшего поколения. Потому то, что делается здесь в Абхазии, в том числе с привлечением сил и средств Министерства обороны, это очень важно, естественно. И от имени посольства могу сказать, что, естественно, мы будем включаться в эту работу, помогать, содействовать. В школах Абхазии, по словам участников круглого стола, проводятся различные мероприятия и классные часы на тему патриотического воспитания. Таким образом, школьники рассказывают и вспоминают о своих героях-предках. Вот я приведу пример двух школ. Это школа в селе Звандребш Гудаутского района и школа в селе Джирхва Гудаутского района, которые развернули у себя в холлах этой школы фотографии фронтовиков, которые выходцы из их села. И я непосредственно там принял участие, я видел, как дети с таким энтузиазмом рассказывали о своих предках. Они как-то изучили весь их боевой путь. Учащихся школ и студентов привлекают и к работе с документами о без вести пропавших участниках войны. Изучая материалы вместе с учителями, они иногда узнают о судьбах своих дедов и прадедов. Помогают им военнослужащие Министерства обороны Абхазии. Понравилось нам работать с этими документами. Так мы проследили судьбу прадеда
нашей ученицы. Мы нашли на него 3 карточки как без вести пропавшего. Проследив потом весь путь, мы нашли, опять же, и выработали для себя систему, как работать с этими карточками. То есть, понятное дело, что там идет, на слух писали с ошибками. Да. То есть, получается, что и фамилии, имена, отчества, вот в совокупности собирайте документы, мы опять же установили судьбу этого героя. Сражения на Марухском, Санчарском и Клухорском перевалах во время Великой Отечественной войны – один из самых кровопролитных эпизодов, который во многом определил исход битвы за Кавказ. На местах сражений при поддержке военнослужащих Абхазии в высокогорных местностях установлены и восстановлены памятники. В следующем году планируется открыть около 10 мемориалов. Общая память – фундамент нашей дружбы между странами. Это нужно везде подчеркивать, и задача вот этой нашей рабочей группы, в которую входят и Министерство обороны, и общественники, и посольство и Россотрудничество, и Дом Москвы, именно в том, чтобы сохранить, чтобы не зря наши деды проливали кровь, сохранить эту память, чтобы каждый памятник в Абхазии, посвященный Великой Отечественной войне, был в хорошем состоянии, и к нему был прикреплен какой-то шеф. Школа или администрация, или общественная организация. Вот простая задача. Я надеюсь, общими усилиями мы ее сделаем. И спасибо огромное за неравнодушие. 26 тысяч, ну кто говорит больше, я просто со слов говорю, люди военнослужащих Закавказского и Крымского фронта, которые скончались в госпиталях. Может быть, целесообразно где-нибудь на вот этих зданиях, где были госпиталя, как у нас в Нижнем Новгороде, мемориальная доска, написано, что здесь был Ивака госпиталь, Стурк это находился. Может быть, и целесообразно это будет людей привлекать. В целом Абхазия это была крупнейшая, так сказать, госпитальная база Великой Отечественной войны. Ежегодно сотрудники Музея боевой славы и Минобороны проводят экспедиции на места сражений. Цель, которую из года в год ставят перед собой участники патриотической акции – поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых во время кровопролитных боев за Кавказ. Если офицеров, все-таки, ну тогда еще командиров, прошу прощения, офицеров от 43-го года, мы говорим о 42-й, если командиров старались спускать в Сухум, хоронить с воинскими почестями. Вот, например, недавно была обнаружена могила командира 121-го горностроевого полка, майор Иван Иванович Аршавов, уроженец Донецкой области, то рядовой состав, ну понятно, был погребен рядом, непосредственно с местами боевых действий. Поэтому вот первый вариант – это Кухорское направление, соответственно, долина реки Кылычи и подступы к перевалу Нахар. Второе – это Марухское. Тут минус какой? Это самое труднодоступное направление, но довольно потенциальное. Несмотря на сложности, погодные условия и труднодоступность мест, проделана большая работа. Восстановлено, найдено и перезахоронено десятки останков солдат Великой Отечественной войны. Мероприятия в этом направлении запланированы и в 2025 году. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Ахрам Ичба, Абхазское телевидение. Надар Чанба вновь возглавил Союз интеллигенции Абхазии. Его заместителем утвержден Нукзар Локуа. Выборы прошли в рамках второго съезда Союза, прошедшего накануне в Сухуме. Участники съезда также заслушали отчеты о проделанной работе за год. Кроме того, обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, говорили о необходимости внесения изменений в Конституцию республики в свете предстоящих внеочередных выборов президента. Ключевым вопросом конституционной реформы на данный период является необходимое установление системы сдержек и противовесов между основными ветвями власти, перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти, обеспечение реальной независимости судебной власти, совершенствование избирательного законодательства, больший контроль парламента над исполнительной властью,
улучшение системы местного самоуправления. Упраздняется малофункциональная должность вице-президента, что будет способствовать упрощению структуры исполнительной власти, позволит снизить расходы на ее содержание. Предлагается изменение минимального возраста для кандидатов в члены депутата парламента с 25 нынешних до 30 лет. Далее, реформа судебной власти. Необходимо обеспечить управление независимости судебной системы от влияния исполнительной и законодательной власти. С этой целью следует пересмотреть нынешние процедуры назначения судей, представляемых президентом, который также полномочен инициировать их отзыв. В АГУ состоялась торжественная церемония вручения красных дипломов выпускникам вуза. Среди них биохимики, экономисты, историки, биологи, филологи. Вручение дипломов лучшим выпускникам вуза приурочили к Международному дню студента. В этом году Абхазский государственный университет на красный диплом окончили 45 выпускников по различным специальностям, от экономистов до педагогов. Вручение красных дипломов – это не только признание заслуг, но и важнейшая составляющая системы подготовки будущих кадров. Молодые люди, которые только окончили университет, проявили упорство и целеустремленность и достигли высоких результатов в учебе. Открывая торжественное мероприятие, ректор АГУ Олег Огварамия поздравил всех студентов и выпускников. Поздравляю весь коллектив нашего, не хочется говорить это слово, но оно верно, многострадального коллектива. Всего доброго каждому из вас. И дай Бог, чтобы, придя на работу, наш народ сказал: очень хорошие выпускники Абхазского университета. С окончанием университета выпускников поздравили и вручили им дипломы, исполняющие обязанности министров здравоохранения и сельского хозяйства Эдуард Будба и Беслан Джопуа. В своих выступлениях они пожелали выпускникам успехов и выразили благодарность руководству университета и профессорско-преподавательскому составу за неоценимый труд. Студенты, которые окончили вуз на красный диплом, также поблагодарили педагогов и ректора за полученные знания. Некоторые из выпускников будут и дальше продолжать обучение в Национальном университете. Я бы хотела большое спасибо сказать моему факультету в лице нашего декана Евы Константиновны Узгар, всему профессорско-преподавательскому составу, нашим гостям большое спасибо. АГУ дал мне не только знания, но и очень дорогих для меня людей, моих друзей. Спасибо большое за все. По завершении вручения дипломов состоялся праздничный концерт. Ульяна Рожкова, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. 13 нетрезвых водителей выявлено сотрудниками ГАИ в ходе специального рейда. Один человек управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения, трое отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Канжари Апсыртгаревич, 1980 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Карди Саид Валикович, 2000 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, повторно совершив административное правонарушение в течение года. Аншба Роман Владимирович, 1961 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чамаго Давид Юрьевич, 1980 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квачахи Алексей Эрикович, 1995 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Текниджан Роберт Робертович, 1992 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гвацбая Зураб Зурабович, 1989 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Давитай Денис Чичикович, 1988 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зухба Заур Качканович, 1967 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Татулян Ситрак Аракелович, 1995 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Попца Валяс Даурович, 1988 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Клярицкий Станислав Николаевич, 1949 года рождения, житель Российской Федерации, Сахалинской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Гогохия Миндода Григорьевич, 1970 года рождения, житель Чимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Касланзе Артем Бесланович, 1995 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Мачкалиди Артем Олегович, 1992 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Сангуля Вадим Даурович, 1989 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Днем 28 ноября в Сухуми на перекрестке улиц Лакоба и Воронова прорвало чугунную водопроводную трубу. На место сразу выехала ремонтная бригада водоканала. Как сообщил главный инженер МУП «Водоканал» Мираб Анкваб, авария серьезная и сразу приступить к ее ликвидации невозможно. Сначала надо осушить место аварии и установить причину. Поэтому с полуночи 29 ноября до 22 часов скажи, когда начать. Днем 28 ноября в Сухуми на перекрестке улиц Лакоба и Воронова прорвало чугунную водопроводную трубу. На место сразу выехала ремонтная бригада водоканала. Как сообщил главный инженер МУП «Водоканал» Мираб Анкваб, авария серьезная и сразу приступить к ее ликвидации невозможно. Сначала надо осушить место аварии и установить причину. Поэтому с полуночи 29 ноября до 22 часов будет прекращена подача воды почти во всех районах столицы, кроме нового района и турбазы. Специалисты надеются в течение дня найти причину прорыва и устранить ее. В поселке Цандрипш с начала этого года ведутся ремонтные работы по восстановлению здания одной из бывших школ поселка, в котором разместится новая абхазская школа. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии образования в Цандрипше. Репортаж Ульяны Рожковой. Открытие новой школы – это всегда значимое событие в жизни общества. Особенно приятно, когда это открытие абхазской школы. В поселке Цандрипш на данный момент функционирует средняя школа номер 2, в которой обучаются 179 школьников, из них 79 в русском секторе, а 100 детей в абхазском. Вопрос открытия абхазской школы в селе Цандрипш ставился еще в далеком 2010 году, а сегодня проект воплощается в жизнь. По многочисленным просьбам жителей Цандрипшского района при поддержке государства и главы Гагрского района в скором времени здесь откроется полноценная абхазская школа. Данная школа – одна из этих школ, которая не функционировала все послевоенное время. Однако же жители поселка Цандрипш много лет поднимали вопрос отсутствия абхазской школы в данном поселке. Это первый поселок на нашей границе, и, конечно, хотелось бы, чтобы здесь была своя полноценная школа. У нас в Цандрипшской зоне, в Цандрипшской второй школе есть абхазский сектор, он полноценный. В этом году мы отмечали 30 лет со дня его открытия. Более 100 учащихся в этом абхазском секторе. И поэтому, безусловно, жители, родители и вообще администрация школы все просили районного главу для того, чтобы была возможность иметь свой собственный дом, крышу над головой для детей в абхазской школе. Ремонт здания начался ранней весной. Уже заменены окна и отштукатурен фасад школы. Здание не функционировало 30 лет. И, конечно же, это отражается на ремонтных работах. Строительство идет практически с нуля. Сегодняшний день штукатурные работы внутренние все закончены. Теперь отделочные работы, шпаклевка, потолки, полы. Здесь, в общем, все нужно делать. Все. Крышу поменяли, да? Крыша заменена, да, здесь полностью, окна заменены. Все работы планируют завершить к началу следующего учебного года. Ульяна Рожкова, Инал Гвинже, Абхазское телевидение.
А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 29 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, возможен туман. Температура воздуха ночью 1,6, днем 6-11 градусов тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.